Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире». Здравствуйте. Здравствуйте. Автор как раз многотомника «История башкирских родов», по которому мы программу-то, в общем, и делаем. Давайте сразу скажем, о каком роде мы сегодня говорим. Сегодня мы поговорим о роде Айле. Знаменитый, известный род башкирский. Проживает, район расселения, то есть традиционного расселения, сейчас они везде проживают, но, так сказать, их селения, исторические коренные селения, находились на северо-востоке республики, Балакатайский, Дуванский, Кигинский, Салаватский районы, а также очень много айлинских селений в Туймазинском районе. А в Заурале-то их тоже немало, как раз вот на территории Челябинской области, там Аргаяшского, там и многих там других районов. Сосновского и так далее. Ну, мы начинаем с географии и всегда говорим о том, откуда берется название. Ну, Айле тут на самом деле очень много всяких было версий. Дело в том, что они проживают в долине реки Ай. И вот отсюда многие говорят, что ну вот раз они по реке Ай проживали, Айле, то есть айские. Люди, да, айские, так скажем, да, айские, вот улица Айская есть, вот примерно так же. Но, как мне кажется, и другим исследователям, что все-таки это, наверное, скорее всего, наоборот. Скорее всего, река произошла, вернее, название реки произошло вот от названия их родового подразделения. Возможно, так. Потому что, почему мы это говорим? По наблюдениям языковедов, историков и так далее, все-таки айлинцы, племя Ай, восходит к агузской этнической стихии. Кто такие агузы? Вот надо тоже по агузам вопрос очень такой сложный. В общем-то, мы знаем, все лингвисты знают, и все маломальски образованные люди, что тюркские языки подразделяются на разные подветви. И вот одна ветвь тюркских языков называется агузская ветвь языков. Вот, допустим, башкирский, там, татарский, сейчас казахский, это кипчакские языки. А есть агузские языки, тюркской, значит, семиязыковой. Это язык турецкий, азербайджанский, туркменский. Это агузские языки, то есть у них какая-то вот специфика была такая. Ну, кто такие агузы? Агузы, в общем-то, это очень... Одно из древних таких образований вот этой тюркской общности, еще агузы существовали еще до образования тюркского каганата, даже до появления этнонима тюрка. Ну, вот как вот ныне покойный, к сожалению, Сергей Клишторный, был выдающийся такой тюрколог, исходя из него, агузы уже где-то с рубежа сразу вслед за гуннами, где-то с V века стали расселяться с территории Центральной Азии. Значит, это вот другая волна. Сначала гунны прошли, потом за ними агузы полились. И вот мы видим какие-то конгломераты из Азии племен агуры, там, сарагуры, кутригуры, гуры. Вы заметили, да? Дело в том, что это гур, это до перехода РЗ, вот был в тюркском языке. Угу. Потом это агур, он превратился в агуз. Вот эти все агурские... Потом стали агузские, значит, эти племена вот этой волной прям шли и докатывались до Византии, начиная уже с V века нашей эры. Вот, и потом, когда возник тюркский каганат, они вот внутри тюркского каганата находились, постоянно восстание поднимали против владычества тюрков, потому что, в общем-то, сами хотели повелевать Великой степью. Дело в том, что вся их беда, вот как беда всех и кельтов, были все раздроблены, были воинственны, но были раздроблены, не было единого, так скажем, начала, и поэтому не смогли создать такой мощной, жестко централизованной державы. Постоянно вот в каких-то междоусобных конфликтах тушили свою энергию. Так или иначе, вот возник тюркский каганат, потом он распался, уже после распада тюркского, потом уйгурского каганатов. Вот возникла на Сырдарье агузская держава. На Сырдарье, вот у них был город Янгикент. Я так думаю, где-то в среднем течении Сырдарьи, где вот сейчас современный Кызылорда и так далее. Угу. Вот. То есть Приоралье. Вот Приоралье, вот по всей Сырдарье, вот агузская держава, она так и называлась, держава агузских Ябгу. Почему мы айлинский род ведем именно от агузов? Что нам об этом говорит, указывает? Что нам на это вот что указывает. У Рашидиддина есть, значит, этот персидский историк XIV века, который был придворным историком в Иране, при дворе хулагуидов, иранских монголов. И вот он оставил в своем выдающемся труде «Джами ат-Тварих», собрание летописей, разделение агузов на разные племена. По его мнению, все вот 24 агузских племени подразделялись на 6 отделов. Значит, условно, да, мифический Агузхан, естественно, это потом приняло так. То есть, сначала мы понимаем, что было племя Агуз, потом, чтобы объяснить происхождение агузов, была придумана фигура Агузхана, якобы агуза от Агузхана. Понятно, что это выдумка. И якобы, значит, все агузы подразделялись на 6 отделов по именам его сыновей. Одного сына звали Кюнхан. Кюн – это день. День, да. Да, Кёкхан – это, значит, кук, небо.
Другого... Синий, да, голубой. Да, и голубой, и небо, это синоним они. Айхан. То есть это месяц. Да, Такхан, Такхан, Таухан, то есть гора. Юлдус-хан, звезда, и Дингиз-хан, море. Значит, и вот одно из подразделений, значит, Айхан, то есть или Ай, так скажем, отдел Ай. Вот. По нашему мнению, скорее всего, вот айлинцы, они вот, в их этнонимии отразилось вот как раз вот название этого отдела. И плюс еще что как бы на это наводит, по исследованиям языковедов, вот именно у башкир-айлинцев сохранились вот эти, значит, реликты агузского вот этого наречия древнего, вот у них есть, значит, какие-то рефлексы остались. Но плюс ведь и не надо забывать, что ведь и сами башкиры, те прото-башкиры, носители вот этого этнонима башкор, который дали всему этому конгломерату племен, они ведь сами в 7 веке, их китайская хроника фиксирует в составе агузской, значит, все вот они выходцы, значит, из агузов. Ну, надо сказать, что агузы, они очень массово, да, двинулись в 9-12 веках, оттуда из Приоралья, и, в принципе, вот если говорить, ну, они целенаправленно пришли на Южный Урал, они как раз вот от Урала и туда на восток довольно большую территорию заселили. Да, вот, они не то, что специально или не специально, они вот здесь, на Южном Урале, по моему мнению, оказались, как вообще агузская держава была сокрушена, началось в XI веке движение кипчакских. Вот кимакский каганат был, он рухнул, из его недр вырвались вот эти племена кимакского каганата, в котором было доминирующее племя кипчак, и вот они снесли эту агузскую державу, и вот эти, значит, остатки... Двинулись на север. Да-да, кто куда они разбежались. Основная масса, она побежала на запад, границам Киевской Руси. И стали известны под именем кого? Под именем торков. Русские их называли торками, то есть тюрками. Это доказано, что торки это и есть, значит, вот эти агузы. Просто их русский источник торками. Значит, дело в том, что этих же торков византийские авторы фиксируют, называют узами, то есть агузами. Просто вот. Вы сейчас затронули самые, скажем так, волнительные для меня темы, потому что я, когда занимался археологией, первый курган, который я пока участвовал и вот работал в нем от самого начала и до самого конца, до изучения, был именно курган Торка. Много чего интересного мы там это где, в нашли. Казахстане? Нет, это на границе Оренбургской области и Актюбинской области. Вот понятно. Там, да, это тут в тех районах. Это действительно, да, был торг, мы это поняли и по пуговицам, и по некоторым другим признакам. Поэтому, честно говоря, вот вы сейчас сказали о торках, и я вдруг вспомнил, да, историю расселения, тоже действительно совпадает с тем, что вы говорите с агузами. Да, это Приоралье, а потом в обход Каспия, туда на запад. Вот, кипчаки, повторюсь, значит, когда разгромили агузов, вот часть их ушла к границам Южной Руси, многие поступили на службу киевским князьям, вы знаем, да, торческий пояс был, вот такая линия пограничная. Часть торков пошла к границе Византии, значит, и там сгинула. А другая часть во главе с Сельджуком и потомками Сельджука пошли в Иран, исламизировались, и, в общем-то, основали сельджукскую державу, которую, в общем-то, она общеизвестна. И небольшая часть вот этих агузов, именно из подразделений, по всей видимости, Ай, она, в общем-то, пришла на Южный Урал вот, и вошла в состав башкирского народа. Короче говоря, часть осталась на месте, часть двинулась. Насколько я понимаю, те, которые как раз остались, потом... Сегодня мы их знаем как каракалпаков, да? Можно так сказать, но видите как, черные клобуки. Черные клобуки, да, абсолютно да, точно. Далее. Их так фиксировали источники славянские. Черные клобуки, да. То есть, каракалпаки, вот, да. Потому что торков тоже называли черными клобуками тогда. Да. Черные клобуки, каракалпаки. Это по головным уборам черного цвета. Да. Ну, поехали дальше. Мы понимаем примерно, как этноним появился. Да, от этого мифического хана Ай, который символизирует, я насколько понимаю, Луну, месяц. Да, но это название подразделения просто одного из отделов, значит, агузов. И вот, соответственно, часть эта пришла на Южный Урал и дала имя в том числе тому племени или тем племенам, которые здесь были. Как потом складывалась их история? Это все-таки был домонгольский пласт, довольно-таки древний. И даже вот если вот мы смотрим даже по их генетическим маркерам, гаплогруппам, это R1A, это вот как раз вот основной как бы доминирующий, да, можно сказать, собственно, так сказать, башкирский, значит, геном.
правильно ли я понимаю, что до этого момента, до контакта с монголами, скажем так, да, они представители вот этой индоиранской группы? Да. Вот именно... внешне, по крайней мере. Наверное, мы же сейчас не можем, у нас фотографий не осталось, изображений не осталось. Мы не знаем, как они выглядели, то есть мы знаем, как сейчас они выглядят, но как так выглядели там тогда, мы не знаем. Мы не можем достоверно уточнить. Даже восстановление по захоронениям, по черепам, скажем так, да, того времени, это все равно с определенными допусками, это надо понимать. Естественно. Но у нас есть генетические исследования, то есть генетические материалы, которые четко говорят, что вот они как раз принадлежали вот этому ядру этническому, да, которое, в общем-то, и составляет основу башкирского народа, вот это, значит, Р1А. Ну, давайте скажем все-таки о периоде вступления в состав российского государства и о Шажире, потому что, насколько я понимаю, у них Шажире не просто сохранилось, а является памятником культуры. Да, у них слишком, наверное, это памятником культуры является. Потому что, понимаете, когда слишком, Шажире, оно чем интересно, когда вот оно архаичное и так далее. А когда оно уже последующими писателями подвергалось какой-то литературной обработке, значит, оно уже немножко уже, так сказать, теряет историческую свою аутентичность, теряет. Да. Вот. А здесь вот как раз мы имеем дело именно с этим. Дело в том, что одним из представителей, выдающихся представителей рода Айле был вот башкирский писатель Таджиддин Ялсыгул, Аль-Башкурди, или Ялчыгул его называют, или Ялсыгул, это без разницы, в общем-то. Вот он оставил свою Шажире своего рода, правда, назвал ее, значит, Тарих-Намай и Булгар. Помимо того, что он привел как бы Шажире своего рода, он еще туда всякое нагромождение там все сделал, то есть постарался это как-то связать с Булгаром, вот, то есть поскольку тогда в 18 веке вот это было такое идейное течение, то есть на Булгар смотрели как вот на, вот как там у русских Град Китиш, а вот здесь потерянный, значит, золотой век. Потерянный мир такой, да? Потерянный мир, вот это идеализируемое некое прошлое, и вот символом вот этого потерянного прошлого, золотого века, вот как раз и был город Булгар. И он постарался связать, и всего там такого накрутил. В последующем это как раз стало вот причиной многих недоразумений, между прочим. Дело в том, что, значит, был такой автор Кулгали, он написал Кыса Юсуф, но никто не знал, когда он жил, чего он жил. Хотя там в рукописи написано, там, что там какой 1100 какой-то год, там, ну вот непосредственно перед нашествием монголов, но никто не знал. Но дело в том, что имя этого Кулгали привел вот на своем литературном Ялчыгул, Таджиддин Ялчыгул, и все отождествили его без серьезных доказательств. Он в Татарстане даже поставили памятник этому писателю Кулгали. Понимаете? Вот он и там стоит. Хотя, в общем-то, никаких доказательств нету, что... Мне кажется, что это вообще фигура такая довольно-таки мифическая, и с точки зрения истории это нельзя доказать. Вот. И вот Шажире-то у них есть, конечно. Вот я опять же говорю, ну, оно такое... Литературное. Очень такой мифологизированное, там какие-то личности приводят, какие-то древние иранские цари, там, и, в общем, там, черт голову сломай. Тем не менее, есть у них и более-менее, скажем, реалистично Шажире, которые тоже опубликованы. Но это, скорее всего, наверное, это Дуван Айлинский Шажире. И вот там как раз они себя, айлинцы, возводят к этому Юлбуга. Юлбуга – это вот как раз по Шажире брат Майкаби. Майкаби, в свою очередь, родоначальник башкир рода Табын. Вот они тоже как бы себя связывали, и даже в генетике это находят, потому что и айлинцы, и табынцы, в общем-то, они примерно одного же относятся к одной гаплогруппе. Давайте, может, вот о личностях, вот, потому что очень личности там... Тем более, что мы уже упомянули одного из представителей. Вот это вот Таджиддин Ялчыгул. Потом, если уж говорить об этой мифической фигуре Кулгали, поэта 13 века, если мы, значит, допускаем его существование, то, значит, вот вам еще и Кулгали. По нему источников нету, а его вот в прошлом. Единственный источник вот как раз вот произведение Тарих-Намай и Булгар, этого Таджиддина Ялчыгула. И там как по этому произведению Кулгали как раз относится к роду Айле. Дальше, значит, одними из самых крутых вояк эти айлинцы, вот в годы восстаний, скажем, Перлы, да, там айлинцев, уже если говорить о 19 веке, это вот семья шейхов Курбангалеевых. Вот мы вот сейчас вот том Айле выпустили. До этого не было понятно, к какому роду относились вот эти шейхи Курбангалеевы. Мы теперь выяснили, вот и в томе мы все это обосновали, в томе Айле. Ну, кроме того, что они были выдающиеся религиозные деятели, наверное, вам эти имена ничего не говорят. Вот был Зайнулла Расулев, такой выдающийся шейх, вот Абдул-Хаким Курбангалеев, предок Курбангалеевых, был учителем вот этого, значит, Зайнулла Расулева.
Вот эти Курбангалеевы, когда началась революция, и вот башкирское движение раскололось как бы на два крыла. Два основных. Конечно, было три крыла, то есть национал-автономисты, они такого, значит, эсеровского типа люди, это вот во главе с Ахмед Заки Валиди. Такая тонкая была прослойка национал-коммунистов башкирских, и были вот монархисты, консерваторы. Это вот как раз Курбангалеевы. Угу. Все вот башкиры... С контрреволюцией, по большому счету. Нет, они все сначала были контрреволюцией, но эти уж совсем, так скажем, да. Такие консерваторы, и у них и программа была такая довольно консервативная, они были против национальной территориальной автономии, просто за один башкирский муфтият вот хотели теократию установить у себя, что вот достаточно нам, чтобы вот башкиры были объединены под одним духовным управлением, и этого хватит. И вот этот Курбангалеев, когда, значит, мы знаем, да, началась революция, башкирский корпус и войска сражались на стороне белых. Потом, в связи с тем, что Колчак вот объявил все областные правительства незложными, а национальные войска распущенными, Ахмед Заки Валиди, в общем-то, отказался подчиняться. И они перешли на сторону красных. А вот Курбангалеевы остались. На стороне Колчака. Так и остались до конца. И, в общем-то, вместе с Белой армией, или, как правильно сказать, она тогда называлась, армия Камучина называлась Народная армия, а здесь уже просто русская армия. И вместе с русской армией они, в общем-то, отступали до конца. Вместе с генералом Капелем прошли весь этот ледяной поход. Внутри, там, в рядах белых, там, вот эти формирования Курбангалеевых выросли до дивизии, до дивизионного состава. И вот они шли до конца. И вот в Забайкале к атаману Семенову пришли. Угу. Потом, когда атаман Семенов тоже был разбит, Курбангалеев и Семенов, значит, ушли в Манчжурию там с какими-то войсками. Часть башкир ушла к барону Унгерну в Монголию. Участвовали, значит, в освобождении Монголии от китайцев. А другие, значит, остались в Манчжурии. И потом, когда в 1945 году советская армия оккупировала, значит, Манчжурию, разгромила Квантунскую японскую армию, войска СМЕРШ, специально был отправлен отряд, который вошел в город Далянь и взял обоих, значит, и шейха Курбангалеева, и атамана Семенова. Шейх Курбангалеев жил в доме у Семенова, они друзья были. Атамана Семенова тут же казнили, а шейху дали, значит, 10 лет. Потом вышел из тюрьмы и потом уже до конца жизни был имамом Центральной Челябинской мечети. Вот до 70-х годов он Очень прожил. Интересная жизнь. Ну, это да, вообще там, это приключение, это вообще там, скажем, целый роман можно о нем писать. К сожалению, никто не пишет. Видимо, писатели все перевелись, там разную чепухи пишут, а вот о таких людях тут... Ну, дальше, значит, кого можно еще назвать? Вот был Нурягзам Тагиров, сподвижник Заки Валиди, он, наоборот, так сказать, хоть и был соплеменник Курбангалеева, он остался, скажем... На другой стороне. Ну, да, он и гражданская война. Да, остался с национал-автономистами, то есть с демократическим крылом башкирского движения. Был одним из политкомиссаров, один из руководителей башкирской группы войск, которые в 1919 году в сентябре и в октябре и в ноябре обороняли Питер от Юденича и от белофинов. Значит, вот. Там тоже были жестокие бои. Ну, в общем-то, рассказывать можно очень много. Да, но время у нас уже закончилось. Да, но время у нас закончилось, к сожалению, потому что род, он очень интересный. Ну, если что, на сайте Башкирика.ру да, можно, если что, можно прочитать. Да, все можно. Спасибо большое. Я напомню, это был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире». До свидания. До свидания.